я отставил мылиться и с большим удовольствием стал ходить без них. Как бы я физически почувствовал себя, наверное, даже лучше, чем я был лет 20 назад. У меня коксартроз. Последней стадии. Мне необходимо протезирование, эндопротезирование. Как-то вот так собирала подписи, а потом стала независимым наблюдателем, и в день выборов меня не пустили на выборы, меня похитили. Вот таким образом я дважды осталась без операции. Вітаю, з вами Валярина і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні наших герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Апошні раз, калі мы бачыліся з Александром Корнышавым, маім калегам, віцебскім журналістам, ён перасоўваўся на мыліцах з вялікай цяжкасцю, яму вельмі болела. Просто кость в этом месте отмирает. Вот она отмирает постепенно и, к сожалению, неизбежно. И это лечится только операцией. Были дни, когда я просто не хотел жить, и я думал, что лучше уже заканчивать с этим, потому что это очень плохо. Тем более ты оказываешься один, о границе, и как бы нету рядом родных и близких. Есть какие-то друзья, у них тоже такие же проблемы, не такие же, другие, но тоже проблемы, естественно. Я бы сказал, это была, конечно, депрессия. Яму была неабходная тэрміновая аперацыя і рэабілітацыя. І ўсё атрымалася. Гэта тая шчаслівая гісторыя з добрым фіналам. Я вельмі радая вас бачыць без мыліцаў. Вы прыйшлі сёння самі, і гэта, я думаю, не толькі моя радасць. Раскажыце ўвогуле ваши адчуванні, калі вы змаглі хадзіць, калі, может быть, боляў поменьшало. Спасибо большое, я тоже очень рад. Да, я через какое-то время после того, как мне сделали операцию, я отставил мылиться и с большим удовольствием стал ходить без них. Но очень все произошло как-то позитивно, достаточно быстро. И буквально через 2 месяца я уже пошел в тренажерный зал. Это было, скажем так, я не мог мечтать про это даже. Супер. Мне такое адчуванне, што тады мы вас схапілі ў самы цяжкі такі момант вашага жыцця, калі у вас усё балела, калі было складана хадзіць, і нават не было зразумела, ці атрымаецца з гэтай падтрымкай, аперацыямі. Раскажыце, як ваше жыццё складалася з таго моманту? Дальше произошла операция, которую я долго ждал. Я боялся, естественно, когда происходит такая операция, появляются какие-то фантомные боли. Они сейчас еще не прошли на самом деле, у меня постоянно что-то побаливает. Скорее всего, это будет всю жизнь, но это, я считаю, больше у меня мышцы сейчас болят, скорее всего, потому что я стал реабилитировать сам себя, понятно, с помощью специалистов, которые мне вначале показали. Сейчас я этим занимаюсь, можно сказать, самостоятельно. Я посещаю спортзал, где есть и всевозможные тренажеры, и фитнес-зал, и велосипед, который мне очень, кстати, нужен. И я стал режим лежа, ноги, руки, и как бы я физически почувствовал себя, наверное, даже лучше, чем я был лет 20 назад. Расскажите, ввогуле, на якіх этапах хто дапамагаў? Начнем сразу с передачи «Беларус беларусу» с ведущей. Про гледачоў лепш, напэўна. Нет, это мы особенно. Естественно, большое спасибо, что вы обратили внимание. Я вижу, что, наверное, единственные, кто поднимают вот эту вот тему. Я думаю, что и очередь стоит. Потому что много людей, которые потеряли и здоровье, и просто какие-то у них очень большие проблемы, в том числе и психологические проблемы. И им это очень надо, чтобы обратить внимание, чтобы им помочь потом. Естественно, спасибо зрителям, те, которые откликнулись сразу же. Я могу перепутать. ByHelp и iSol у меня сливаются в одно, потому что и одна организация, и другая мне очень помогли. Просто одна организация помогла мне с сбором, а другая именно конкретно помогла мне
ну, просто выжить, потому что они меня курировали, меня записывали к врачам, меня постоянно поддерживали. Им очень большая благодарность. Отдельно хочу поблагодарить нашу витебскую диаспору. Я считаю, что она есть. Она сейчас находится в разных местах. Очень много, конечно, в Варшаве, но есть в Германии, есть в Варшаве. Большое им спасибо. Они все сейчас переживают не самый, как говорится, легкий момент жизни, потому что все мы сейчас релоцировались. Кто-то немножко лучше устроился, кто-то хуже, но у всех есть очень большие бытовые проблемы. Естественно, большое спасибо всем тем, кто посмотрел, вот, ну, читал мои посты, которые я выкладывал в Фейсбуке, и откликнулся. Даже, ну, тот, кто был не из моего родного города, таких тоже достаточно много было. Спасибо за информационную поддержку, естественно, вам, это понятно, и конкретно Бажу и Витебской весне. Ну, скажем так, я, конечно, ожидал, что меня поддержат, но что поддержат так, я, конечно, не ожидал. А расскажите, якія цяпер у вас планы? Што вы плануеце ў сваім жыцці? Далейшыя этапы, аднаўленне, ці другая аперацыя, ці якія планы цяпер? Операция одна была, сейчас будет следующая операция. Все мысли сейчас заняты тем, чтобы подойти в хорошей физической форме. В принципе, ради этого я и хожу сейчас в тренажерный зал. Вот, и чтобы скорее потом встать на ноги. Если рассказывать про мои планы после того, когда я уже полностью свое здоровье оправлю, и, возможно, даже я начну это и раньше, в процессе реабилитации, это, естественно, и сфера журналистики, и съемка видео, как я собирался, и попробую себя в сфере образования. Есть и интересные проекты, интересные планы. Супер, я вельмі рада. Часам сапраўды дастаткова просто аказаць тую падтрымку, каб чалавек стаў на ногі, а потым ён зверне горы. Асабліва гэта тычыцца беларусаў. Дзякуй, што прыйшлі да нас сёння. Вельмі рада, што сваімі нагамі. І я вельмі цешуся, што беларуская салідарнасць яшчэ ёсць, і вось вы яшчэ адзін класны прыклад гэтаму. Дзякуй усім нашым гледачам, хто не застаўся абыякавым да болю Аляксандра, а таксама ягоным калегам, грамадскім арганізацыям і ўсім, хто адгукнуўся. Калі вы хочаце падтрымаць і даць шанец іншым нашым героям, лістуйце да нас. Гэта можна зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і радзіма. Нагадаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. Мая гераіня – прадпрымальніца са Жлобіна Ліяна, якая была актывісткай руху «Маці 328». Яна удзельнічала ў перадвыбарчай кампаніі 2020 года. Яе некалькі разоў судзілі. І праз затрыманне яна страціла магчымасць зрабіць аперацыю на суставу, якая была так неабходная, якую яна так чакала. Праз рэпрэсіі яна была вымушаная з'ехаць у Літву, дзе не зламалася. Гэта не ў яе характары, а ў Вільні адкрыла краму кветак. Але не ўсё так проста. Давайте паслухаем яе гісторыю. Я активничала по 328 статье. У меня сын наркозависимый, и я знала, что именно в том преступлении, в котором его обвиняли, он невиновен, потому что в этот день, в это время он был на работе. Вот. И я убедилась в этом, посмотрев видеозапись на камере слежения у нас на рынке, там, где я работала. Для меня это было самое важное, чтобы я сама знала, что со спокойной совестью я буду защищать своего сына, потому что он не виноват в этом. Именно вот в этом. В чем угодно, но не в этом. Потом мы добились изменения антинаркотического законодательства, снижения нижних порогов, и я успокоилась. То есть максимум, который я могла сделать, я сделала, даже больше, чем другие матери сделала. Ну а потом вот это вот началась предвыборная кампания, и
я тоже решила в ней поучаствовать. Я стала членом инициативной группы «Черешня». Работая в центре города, стала организовывать пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов. Присоединялись члены инициативных групп других кандидатов. И вот как-то вот так собирала подписи, а потом стала независимым наблюдателем, и в день выборов меня не пустили на выборы, меня похитили. Ну, потом были разные допросы, опросы, профилактические беседы, то нельзя продавать, это нельзя продавать. И где-то до ноября мне не давали спокойно жить. Вот. И потом меня оставили на какое-то время в покое, но вот в 22 году на референдуме меня арестовали. После ареста у меня отняли помещение, расторгли со мной договор аренды. Я сняла склад, чтобы туда переместить торговое оборудование, товар. Мне отказали в аренде склада. И выйдя уже после второго ареста, он очень тяжело мне дался, я приняла решение уехать. У меня коксартроз. Последней стадии. Мне необходимо протезирование, эндопротезирование. Коксартроз у меня развился вследствие врожденного дефекта, дисплазии тазобедренного сустава. Ну, может быть, потому что работу я такую выбрала, торговля все время на ногах. И явиться в Минск в 6-ю клиническую я должна была 14 марта в 8 утра 2022 года. Вот. А на референдуме, на участке голосования меня арестовали и назначили 15 суток ареста, хотя я просила судью не давать мне наказание, не назначать наказание, связанное с арестом, и объясняла, у меня операция. Просила заявить письменное ходатайство. Мне не дали ни ручку, ни бумагу, сказали, вы говорите, у нас ведется аудиозапись, а суд учтет ваше ходатайство. Ну и в итоге назначают 15 суток, учли ходатайство, и я выхожу в тот день, когда я должна была быть в Минске в 8 утра, я выхожу в 5 вечера в Жлобе. Ну, то есть я понимаю, что я на операцию не успеваю, я звоню 15 числа врачу, он очень злой, он практически сорвался на мне, вы должны были вчера утром быть у меня. Я объясняю, что у меня форс-мажор случился. Вот, он, какой форс-мажор? Я говорю, я исполнила гражданский долг на референдуме. Он подумал, спрашивает, насколько вы его исполнили? Я говорю, на 15 суток. Он говорит, ну да, форс-мажор уважительный. И он назначил мне новую дату на 16 мая. И в конце марта, еще вот пока в этом помещении в своем работала, я открываю интернет и читаю, что по всей республике арестовали 34 травматолога-ортопеда. Именно ту узкую специализацию выбили просто вот всех специалистов из очень узкого направления операции на тазобедренных суставах и на коленях. Вот таким образом я дважды осталась без операции. Здесь я у семейного врача рассказала, какой у меня диагноз. Она меня направила к травматологу. Травматолог посмотрела на снимки и мгновенно просто выписала направление на операцию. Но здесь проблема такая же, как у нас с травматологами, их нет. Вот, и я не могу попасть к врачу, который будет оперировать. Уже 2 клиники в Вильнюсе занимаются этими операциями. И меня записали в одну из них на очередь на прием только к этому оперирующему травматологу. Если бы у меня спросили, что бы я сказала тому, кто хочет пойти в цветочный бизнес, я бы сказала не ходить. Если бы я понимала, как это все будет, если бы у меня были знания, которые есть сейчас, я бы отказалась, я бы все-таки осталась наемным работником. Психологически даже тяжело смотреть, как цветы умирают, потому что нет клиентов. Вот для меня это тяжело. И заработать на этом достаточно сложно, потому что, может быть, это от места зависит, может быть, от того, что я технокретин, у меня нет необходимых знаний для развития соцсетей. Вот, я едва-едва могу Инстаграм развивать, я еле-еле научилась фотографии туда загружать, какие-то маленькие видео. И я все время одна, нужно, чтобы кто-то, например, смог снять букет с нужного ракурса, чтобы он был виден весь и выгодно. А когда я одна, я не могу этого сделать. Вот, то есть это тяжело развивать, большие потери, нужны серьезные вложения изначально. И нет никакой гарантии, что ты все продашь. Ох, дорогие зрители, дорогие белорусы, да вообще все, кто будет смотреть программу, приходите, пожалуйста, ко мне в магазин.
Он расположен очень удобно между автовокзалом и железнодорожным вокзалом в Вильнюсе. Здесь хорошая транспортная развязка, здесь пересадка в разных направлениях города для трансфера. Поэтому у вас всегда будет возможность на чем сюда приехать, если нет своего транспорта. Я прошу лишь об одном: потратьте дополнительное время на поездку ко мне за цветами, чтобы поддержать своих белорусов. Ну и кроме цветов вы можете приобрести здесь изделия ручной работы, handmade. Деревянные изделия, брелочки, магниты, которые делают девочки из моего города, землячки. Хаткавут их бренд называется. Мой любимый магнит «Живе Беларусь» с сердцем в центре. Вот. А еще они делают домики по фотографии вашего любимого дома, чтобы ваш дом всегда был с вами рядом. Вот у меня есть чудесные вязаные игрушки от беженки войны из Украины, от Олечки. И у меня есть украшения ручной работы из бисера и камешков, которые тоже делает наша белоруска. То есть, ну, это, кроме цветов, еще маленький сувенирный магазинчик изделий, которые делают белоруски. Приходите поддержать друг друга, белорус, белорусы, белорусы. Як можна падтрымаць Ліяну? Калі вы апынецеся каля віленскага вакзала і павернецеся налева, калі ласка, зайдзіце ў краму і набудзьце кветкі. Калі хтосьці з вас мае вольную хвілінку і валодае відэаздымкамі ці фатаграфаваннем, падыдзіце і папросту прапануйце пафатаграфаваць яе цудоўныя расліны. Гэта вельмі ёй дапаможа. Калі вы хочаце іншым спосабам падтрымаць Ліяну, вы можете гэта зрабіць з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы разам, там і Беларусь.